Здравствуйте, наши маленькие зрители, а также их родители. В эфире программа «Бергаляб Ираник». Программа для тех, кто очень любит татарский язык. Помогает нам легко и весело его учить наши участники. Давайте с ними познакомимся. Сегодня у нас в гостях Диана и ее дедушка Равиль Гарипович Исянмесес. Здравствуйте. И Амина вместе с мамой певицей Гульнарой Габидуллиной Исянмесес. Салям. Давайте знакомиться с нашими девчонками поближе. Диане 7,5 лет. Из 6 лет она уже занимается танцами и принимает участие в группе черлидинга. И, несмотря на то, что занимается танцами, хочет выбрать немного другую профессию. Какую, узнаем после небольшого ролика. Давайте его посмотрим. Ничего себе! Я вот сколько пробовал делать какие-то разные элементы, у меня никогда не получалось. Но расскажи все-таки, Диан, кем ты хочешь стать? Парикмахером. Почему? Потому что мне нравится делать разные прически. А ты дома делаешь кому-то прически? Я стараюсь маме делать. Если у нее были подлиннее волосы, то я смогла ей делать. А так не можешь делать. Не, у нее короткие волосы. Я надеюсь, ты станешь отличным стилистом парикмахером. Равиль Гарипович, меня баланың сайлауын хуплыйсызмысыз, килешерсизме? Biz endi bolaning saylovini har vaqt huquqlimiz. Direkte o'z saylagan hudarini yaxshilab boshqarib, baxtli bo'lsa, bizga bezur shodlik bo'laydi ul. Монысы ең мөхим инде, алда сезгә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Давайте знакомиться со второй нашей героиней. Ее зовут Амина, и она уже поет с 1,5 лет и участвует в благотворительных концертах и сольных концертах мамы. А еще она любит стихи известных поэтов. Давайте посмотрим на экран. Көнгә каршы ялтырый, кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгаган чәчен тарап. Як ягымда һич кешедә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга таракны тиз генә әлдем дә мин. Очень красивое стихотворение, у тебя очень красивое платье. Мы сегодня будем разговаривать об отдыхе. Как ты любишь отдыхать? Я люблю плавать, загорать, играть. Я еще люблю на улице играть в купальники, играть даже. В общем, ты любишь проводить время на свежем воздухе на улице. Да. А куда-нибудь за границей? Любишь летать? Нет. Нет? Ну, молодец, ты настоящий патриотка, за это тебе огромное спасибо. Я люблю Лазаревский. А, ничего себе, я тоже люблю Лазаревский. Гульнара, буш вақытына ничего здравствуйте. Буш вақыт бар ма екен деп сұрағыздар. Бар ма ол буш вақыт? Жоқ, буш вақыт жоқ, чөнки енді буш вақыт болса көбірек енді ашарға пішіріп үтә. Аннарысын шул Әминә белән йөрим, үземнең эшләрем белән. Менә шулай. Ну, сез бит һәр вакыт концертларда, гастрольләрдә гомумән ничек аралашасыз менә шул гастрольләр вакытында? О, киткәнче башта моң хәтле список әтисенә калдырам. Нәрсә пешерергә һәм кайчан ашатырга. Әминә киләчәктә кем булыр икән? Әминә. Силәле. Стоматологом. Менә. Стоматологом. Ни өчен? Почему стоматологом? Потому что я люблю зубы лечить. Зубы лечить. А у тебя все зубы здоровые, сильные, крепкие? Да. Молодец, это очень здорово. А что нужно делать, чтобы зубы были крепкими? Наверное, корректирующие пластинки делать. Корректирующие пластинки. Но мне кажется, для начала их нужно 2 раза в день чистить. Да. Как минимум в 2 раза, а то и после каждого приема пищи. Да. Сколько раз в день ты чистишь зубки? 2 раза в день. Молодец. Я тебе желаю удачи. И давайте начинать нашу программу. Мы можем говорить о здоровье бесконечно, но тема сегодня – отпуск. Ялта. В эфире первый тур программы «Бергаляб Ираник», и его правила очень и очень просты. Уважаемые команды, сейчас вы услышите рассуждения разных детей, которые говорят о различных элементах отпуска или о местах, где можно отдыхать. Ваша задача угадать, о чем идет речь. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Готовы? Диана готова? Амина готова? Да. Тогда смотрим на экран. Такое существо, как тролль, оно не живое. На нем можно плавать. Ну, там живут морские коньки, плавают, еще акулы, и рыбки, осьминоги.
Обычно там люди ездят в свой отпуск, они там плавают. Там живут разные виды. Море. Море. Амина, вот только тебе хотел задать вопрос. Где живут разные морские обитатели? Я даже Море. подсказал. Море, совершенно верно. Это правильный ответ. 1 балл в твою команду. Море по-татарски «дингес». Диана, будем продолжать с тобой. Следующий вопрос тебе. Слушай внимательно. Иногда, может, если пойдет дождик, обмокрится и мокрый будет, и липкий. Из него можно сделать куличики, еще он может быть влажным, еще из него можно копать яму, собирать камешки. Итак, Диана, из чего же можно лепить всякие фигуры? Из песка. Из песка. Но это правильный ответ. Я тебя поздравляю. 1 балл в твою команду. А песок по-татарски «ком». Будем продолжать с вашей командой. Круглая вещь, которая стоит сама по себе. И очень есть. Она в космосе. Это такая круглая вещь, которая на небе сама по себе, как будто это модель какая-то. Только она на настоящем небе. Она всех греет. И яркая, она светит вам в глаза, как будто и лампочка какая-то, вот такая. Луна. Итак, Гульнара, вам вопрос. О чем идет речь? Ну что Солнце. светит? Солнце, совершенно верно! Молодец! Солнце по-татарски «хыяш». Итак, мы продолжаем со второй нашей командой. Смотрим внимательно и слушаем. Такие вот, как ободочки, только там вставлены линзы, вот такие вот сначала там вставушки, потом как ободочки 2. Они защищают нас от солнца. Помогает видеть, когда у тебя плохое зрение. Итак, Диана, что же помогает видеть? Солнечные очки. И это правильный ответ. Я дарю тебе 1 балл. Очки по-татарски «кузлек». На очереди 5-й вопрос. Его мы будем традиционно разыгрывать с помощью наших игрушек. Берите игрушки в руки, девчонки. Как только мы досмотрим, кто первый нажмет на игрушку, но только нужно обязательно досмотреть, тот и будет отвечать. Хорошо? Да. Хорошо. Да. Смотрим внимательно на экран. Это такая сокровищница, которую можно ее везде найти, в море, в песке. Можно увидеть овальную, круглую, треугольную. Ее можно найти под водой, ее используют для украшения. Там раньше водились улитки, и что если там трещинка и дырочка, значит они забросили его, потому что он им уже неприятен, или он стал маленьким им, или им неудобно, потому что там дырка. Из них делают ожерелья, браслетики. Итак, о чем же говорили наши дети? Кто первый нажимает? Так, Диана. Это ракушка. Правильный ответ, молодец. Ракушка по-татарски «оборщик». Первый тур подошел к концу, и со счетом 3-2 побеждает Диана. Аплодисменты. Впереди второй тур нашей программы. Мы продолжаем программу «Бергаляб Ираник», и прежде чем приступить ко второму туру, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Диана, как будет по-татарски «море»? Дингес. Умница. Амина, как будет по-татарски «песок»? Кам. Совершенно верно. Диана, как будет по-татарски «ракушка»? Табаршек. Умница. Амина, как будет по-татарски «солнце»? Каяш. Именно так. И, Диана, тебе слово «очки». Тузлек. Верно. Мы продолжаем нашу игру и начинаем второй тур. Уважаемые команды, сейчас на экране вы увидите предметы, названия которых мы только что с вами повторили и выучили в первом туре. Ваша задача запомнить их расположение. Они находятся в разных ячейках нашего экрана. У вас на это будет 15 секунд. Как только время выйдет, я буду задавать вопросы. Готовы? Внимательно запоминаем, смотрим. Время пошло. Итак, время вышло. Амина, первый вопрос тебе. В какой ячейке находится море, дингес? Второй.
Во второй. Открываем вторую ячейку и проверяем. Правильно, 1 балл тебе. Диана, в какой ячейке находится песок? Ком. В 6. В 6. Уверена? Да. Давайте смотреть. И это правильный ответ, умница. Гульнара, в какой ячейке находится ракушка? 8. 8. Амина согласна с мамой? Угу. Давайте открывать 8-ю ячейку. И там действительно находится ракушка. Диан, вопрос вашей команде. В какой ячейке находится солнце, Куяш? В 9. В 9. А дедушка с тобой согласен? 9, да. В 9. Давайте открывать 9-ю ячейку. И там действительно солнце. На очереди 5-й вопрос 2-го тура. Вновь берем наши игрушки. Как только я задам вопрос, кто первый нажмет, тот и первым будет отвечать. Итак, внимание, вопрос. В какой ячейке находятся очки, Кузлек? Диана? В 5. В 5. Давайте открывать 5-ю ячейку. И там находятся очки. Совершенно верно. После 2-го тура впереди вновь Диана. Но это еще не конец игры, потому что впереди 3-й тур нашей программы. Я вас поздравляю. В эфире 3-й тур нашей программы. Давайте вновь вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Море, дингез, песок, хом, ракушка, кобарщик, солнце, куяш, очки, кузлек. Итак, уважаемые команды, сейчас для каждой из вас прозвучит песня, посвященная сегодняшней теме. Но одно из слов, которое мы выучили, будет неизвестным. Оно будет запикано для вас. Ваша задача распознать, какое же слово мы спрятали для вас. Итак, Диана, с тебя начнем. Готова? Смотрим внимательно на экран и внимательно слушаем. Итак, Диана. Дингес. Дингес. Уверена? Да. Подождите, хлопайте рано. Еще надо посмотреть, правильный это ответ или нет. Внимание на экран. Вот теперь можно хлопать, потому что это правильный ответ. Итак, Амина готова? Готова. Давайте смотреть на экран и слушать меня. Қошма бұлыт арасына Сенің жылың яқтың керек Бұлбұл құшның баласына Бұлбұл құшның баласына. Итак, какое слово мы спрятали? Каяш. Каяш. Давайте проверять, правильный это ответ или нет. Кетмә қияш, Қошма бұлыт арасына. И аплодисменты, меня тебе, ты молодец, ты принесла своей команде еще 1 балл. С небольшим перевесом в нашей программе побеждает Диана и ее дедушка Раиль Гарипович. Я вас поздравляю от всей души. Но несмотря на чью-либо победу, всем нашим участникам мы дарим призы и подарки от нашей программы. Я надеюсь, что вы с теплотой и улыбкой будете нас вспоминать. И на этом наша программа подходит к концу. Мәгълүм, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр бар да. Тик шунысы хак, фақат туган телдә иман иңә кеше җанына, дип язган Равиль Файзуллин. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. На сегодня мы с вами прощаемся. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.